Всем добрейшего утра! Команда «Утро Якутии» уже в студии, чтобы зарядить вас позитивом на весь день. Просыпайтесь, улыбайтесь, и мы начинаем. Ну что, мы рады вас приветствовать у экранов. И смотрите, в течение ближайшего часа, во-первых, мы разберемся в вечной путанице на улице гололед или гололедица. А еще расскажем о девочке, которая в 9 лет поднимает штангу весом со взрослого мужчину. Ее рекорды поражают воображение. Ну и к нам в студию сегодня, конечно же, как обычно, придут интересные гости. Мы узнаем все о донорстве у заведующей станции переливания. И спросим также у директора школы, зачем в дневники вновь возвращают оценки за поведение. Если вам это интересно, оставайтесь с нами. Да, также мы познакомимся с вездеходом «Бурлак», спустимся с гор в карнавальных костюмах и заглянем на светлую выставку, где самой старшей мастерице 90 лет. Я думаю, будет ярко, бодро и по-весеннему свежо. Ну и, как всегда, мы начинаем наш эфир с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 22 градуса. В Заречной группе 3 минус 15, в южных плюс 1, минус 21. В Вилюйской группе до 18 градусов тепла, в Нижнеленских минус 20, в западных плюс 4, минус 15. В Колымо-Нигирской группе улусов 17 градусов ниже 0, в Янских до минус 24. На северо-западе 4-25 градусов со знаком минус. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 15 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Штиль. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. На дорогах гололедица. Температура днем ожидается до плюс 1 градуса. Ну, про погоду мы узнали, теперь можно посмотреть в окно. Весна в эти дни и по утрам устраивает нам, настоящий каток, да. И тут важно не запутаться, у нас сейчас на улице гололедица или все-таки гололед. Ну, пока вы завариваете кофе и поглядываете в окно на блестящие тротуары, самое время разобраться в этом вечном лингвистическом вопросе. Доброе утро, дорогие телезрители! Наконец-то весна! Для нас, якутян, не избалованных теплой погодой, весна – это всегда праздник. Если бы не одно «но». Гололед или гололедица? Как сказать правильно? В информационно-справочном портале «Грамота.ру» этим словам «гололед» и «гололедица» посвящена целая статья из словаря-справочника Бельчикова и Ражевой «С трудностей русского языка». Согласно этой статье, следует различать профессиональную речь и нашу обычную, повседневную, бытовую речь. Так, словарь отмечает, в профессиональной речи синоптиков эти слова гололед и гололедица четко различаются. Гололедица – это только лед на дорогах, который образуется после оттепели или дождя при внезапном похолодании. На дорогах гололедица. Я думаю, что такая фраза хорошо знакома всем из информационных сообщений. Гололед – более общий термин. Это лед на любых поверхностях – на земле, на деревьях, на проводах. Однако толковых словаря такого единодушного мнения, что эти понятия стоит различать, не отмечают. Многие словари говорят, что это слова можно использовать синонимы, другие более строгие говорят, что их стоит различать, так же, как это делают профессионалы-синоптики. Но мы с вами можем сделать следующий вывод, что в профессиональной речи эти слова обозначают разные понятия, поэтому они взаимозаменяться не могут и должны называть разные явления разными словами, которые обозначают разные понятия. А в нашей обыденной повседневной речи мы можем использовать слово «гололед» и «гололедица» как слова-синонимы. Поэтому вполне правильно сказать «на дорогах гололедица» в речи синоптиков. А вот, например, ночью и днем слабый гололед или слабая гололедица вполне подойдет для общего употребления. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Получается, что можно и так, и так.
Но если, конечно, ты все-таки хочешь разговаривать С метеорологами, то ты говоришь гололедица. на дорогах, гололедица, да. А если ты хочешь поговорить со своими домашними, можно сказать и гололед, и гололедица. Почему Да. нет? Главное надевать правильную обувь и быть аккуратным в это время, чтобы, не дай бог, не поскользнуться. Поэтому Да, тем временем температура нас продолжает радовать. +1 днем. Вчера было также до +1, поэтому пока все стабильно. Но ночью, конечно, подмерзает все. Но и это еще недолго продлится. Я думаю, уже совсем скоро и лужи подсохнут, и будет долгожданная такая прям красочная весна. да, а затем жаркое лето. Ну а сейчас давайте узнаем, какие самые актуальные новости произошли к этому часу. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Авиалесохрана планирует использовать беспилотники вместо самолетов для вызова искусственных осадков при тушении лесных пожаров. Дроны будут распылять в облаках йодистое серебро, что позволит быстрее и дешевле бороться с огнем в труднодоступных районах. Этот метод экологически безопасен и уже доказал свою эффективность. А внедрение беспилотных систем сделает процесс более оперативным. Разработку новой технологии специалисты начнут обсуждать с учеными уже в ближайший месяц. Первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Джулустан Борисов посетил Мегино-Кангаласский улус. Поездка прошла в рамках исполнения указа главы республики о развитии местного производства и туризма. В селе Хорабут состоялось заседание проектного офиса, где министры и руководители районов представили планы и проекты по развитию промышленности, сельского хозяйства и туризма. По итогам встречи Борисов дал поручения, которые помогут продвинуть местную экономику и туристическую отрасль в регионе. Познакомились с местным производством, которое здесь организован. Также на проектном офисе по видеоконференц-связи приняли участие все остальные районы, заречные группы районов. Рассмотрели ход реализации указа на районном уровне. Также рассмотрели работу районов в ситуационном центре главы на модуле муниципальных районов, как работа ведется, ну и наметили дальнейшие планы по реализации данного указа на районном уровне. С 1 июня работающие родители с 2 и более детьми смогут оформить новую ежегодную семейную выплату. Она доступна семьям, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимума в регионе. Механизм льготы заключается в возврате части уплаченного НДФЛ путем его пересчета по ставке 6%. Подать заявление можно через госуслуги МФЦ или отделение соцфонда. Также в ведомстве сообщили, что из-за майских праздников текущие детские пособия выплатят досрочно 29-30 апреля. Более 2000 социальных контрактов планируется заключить. В этом году реализация договоров осуществляется по нескольким направлениям. Поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства. В этом году к ним добавилось направление «Теплый дом», позволяющее провести ремонт электропроводки или печного отопления. Подать документы на данную меру поддержки могут как многодетные, так и малоимущие семьи. Размер помощи составит до 50 тысяч рублей. У нас есть замечательное направление – это поддержку семей и самих участников специальной военной операции. Если в прошлом году данная категория граждан не могла пройти, потому что среднедушевой доход одного члена такой семьи он превышал прожиточный минимум, да, то в этом году заявления принимаются без расчета среднедушевого дохода. При этом гражданин должен взять в Госфонде защитника Отечества рекомендательное письмо. Да? Он должен состоять в центре занятости в качестве ищущего работу и открыть собственное дело. В Ленске, несмотря на оттепель, состоялась лыжня России, объединившая около 50 участников, профессионалов, любителей и ветеранов спорта. Для лыжников разных возрастов и уровней подготовки подготовили соответствующие дистанции. Все участники успешно дошли до финиша и получили заряд бодрости. А победителям и призерам вручили традиционные памятные шапочки с символикой мероприятия.
Сегодня 14 апреля, день Марьи Пустынницы. В народе говорили, если в этот день обмануть 12 человек, удача не покинет вас весь год. Но мы обманывать не будем и, конечно, лучше скажем чистую правду. Выходите сегодня на улицу, это просто необходимо. По приметам, сегодня нужно заряжаться солнечным светом, чтобы лето было радостным. А вот какие еще события произошли в этот день, мы узнаем далее. На календаре 14 апреля. Сегодня отмечают День медицинской службы уголовно-исполнительной системы России. По народному календарю Марья Пустые щи. Пустые щи в этот день поминали не случайно. К апрелю у крестьян заканчивался запас капусты, поэтому о густых щах, в которых ложка стоит, приходилось только мечтать. Этот день в истории. В 1611 году впервые в истории использовано слово «телескоп». В 1618 году основан город Новокузнецк. В 1848 году в России создан секретный цензурный комитет для надзора за духом и направлением печатаемых произведений. В 1923 году в Советском Союзе основано крупнейшее в мире научное издательство «Наука». В 1927 году в Швеции выпущен первый автомобиль «Вольво». В 1945 году в Москве основан главный ботанический сад Академии наук. А в 1956 году продемонстрирован первый в истории видеомагнитофон. В этот день родились Лидия Вертинская, советская российская актриса, художник. Валерий Брумель, советский легкоатлет, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Советского Союза. Петр Мамонов, российский рок-музыкант, актер, поэт, радиоведущий. Сара Мишель Геллар, актриса, продюсер. Именины сегодня отмечают Мария, Сергей, Иван, Макар и Ефим. Ну, а мы продолжаем наш утренний эфир. Ну и, конечно, желаем всем прекрасного настроения. Побольше, знаешь, каких-то идей на сегодняшний день, задач, которые, в принципе, вечером можно уже подытожить, и чтобы, самое главное, добились того, что планировали с утра пораньше. Да, ну, конечно, чтобы те планы, которые запланированы на неделю, максимально сделать сегодня, чтобы разгрузить оставшиеся дни. Но между тем, после Светлой Пасхи началась пасхальная неделя или Светлая Седмица. В Тамоте в Светлый понедельник открыли необычную выставку творческих работ горожан. Пасхальный замысел воплотили во всем, что только может держать в руках человек. От нежного лоскутного шитья и классических рисунков до глубокой живописи, сверкающей алмазной мозаики и трогательных поделок из ткани и бисера. Самые юные дарования еще ходят в детский сад, в то время как самая взрослая участница исполнилось 90 лет. Ее работа, пропитана теплом и жизненным опытом, стала символом того, что вера и творчество не стареют. Всего на выставке представлено более 100 работ. Организаторы не оставили без внимания самых активных. Авторов лучших работ отметили сертификатами и благодарственными письмами. Экспозиция в пасхальную неделю доступна для свободного посещения. Ну и на самом деле вот идея вот всей этой выставки, она давно у нас витала в воздухе, да, то есть хотелось людей объединить под чем-то таким интересным, таким значимым, да, и мы помним, что, да, красота Божьего мира, она познается, и сам Бог познается через всю окружающую нас обстановку, через природу, через людей, через отношения, через флору, фауну, и как раз тогда вот где это можно особенно показать или вылить, это является творчество каждого человека. Замечательная выставка, да? Но и здорово, когда, понимаешь, вот участники тут совсем малыши с детского садика, да и взрослые люди, и все едины, потому что есть одна цель – порадовать, так сказать, зрителя, да, ну и показать, на что способен каждый человек. Талант, так сказать, возрасту никак не относится. Абсолютно согласен. И, кстати, сегодня, 14 апреля, отмечается необычный праздник – День «Посмотри на небо». Это отличный повод отложить смартфоны, выйти на улицы и, нет, не просто подышать, а сделать полноценную зарядку.
Оказывается, утренняя тренировка под открытым небом работает на 200% активнее, эффективнее, чем в 4 стенах. Есть один поразительный факт о том, как солнечный свет и весенний воздух буквально включают наш мозг и метаболизм в первые минуты бодрствования. Все секреты уличной бодрости в нашей утренней зарядке. Всем доброе утро! Сегодня мы решили зарядку сделать прямо на улице, на свежем воздухе, на нашем городском пляже. Со мной моя помощница Тамара, я Елена Агаева. Сейчас покажем вам несколько упражнений, которые вы можете делать везде, где угодно, на улице, если у вас есть детская площадка или спортивная площадка, тоже будет здорово. Итак, начинаем. Так, нам для этого упражнения понадобится лавочка или какая-то возвышенность. Мы сейчас будем заступать на лавочку и поднимать колено. Все очень просто. Итак, поехали. Раз, два, три, 4. Обязательно дышим, поднимаем колено выше. Если вдруг у вас болят колени, Тамара, продолжай, вы можете поднимать колено невысоко. Так, мы продолжаем делать 1 минуту. Можете считать, например, сделать на одну ногу 15 повторений и на вторую ногу 15 повторений. Так, следующее упражнение у нас будет тоже на лавочке. Мы будем заступать на нее и поднимать руки вверх. Поехали. Раз, два, 3. Стараемся шею не задирать. У нас шея продолжение спины. Выводим ручки вверх. И поднимаем ножку прямую назад. Тоже выполняем это упражнение 1 минуту или 15 повторений. Обязательно дышим. Когда руки поднимаем вверх, мы делаем выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Следующее упражнение у нас будет планка. Тамара, давай я покажу вам на Тамаре. Мы встаем в ровную линию, таз мы подкручиваем, поясницу не проваливаем, ручки у нас под плечами, шея, продолжение спины. Мы будем подтягивать колени к груди. Итак, поехали. Отлично. И пошли. Выполняем это упражнение 1 минуту или 30 секунд. Обязательно дышим. Вдох, выдох, вдох, выдох. Спокойно дышим, улыбаемся, получаем удовольствие. Заряжаемся бодростью, энергией, свежим воздухом. Ну что, на этом наша зарядка закончена. Если вдруг вам будет тяжело от такой лавочки, да, когда снег растает, она будет выше, и тогда вам будет легче. Итак, до новых встреч! Хочешь побеждать? Завтра начни тренироваться уже сегодня. Хотя бы начни свой день примерно с такой зарядки. Ведь в целом большие рекорды в спорте всегда начинаются с малого. С дисциплины, упорства и терпения. Ну а мы продолжим наш эфир, расскажем про 9-летнюю девочку, у которой вес как у первоклашки, а силище как у взрослого мужчины. Вместо кукол и зависания в телефоне Люси тренируется 5 раз в неделю, занимается борьбой и поднимает штангу. Ее результат в становой тяге 82 килограмма. Это в 3 раза больше ее собственного веса. На сегодня у юной спортсменки уже 3 рекорда. Представляете, какую дисциплину нужно иметь в таком возрасте? И вот такие кадры. Слушай, ты как относишься к такому виду спорта вообще? Ну, спорт сам по себе хорош, но такая маленькая девочка такой большой вес поднимает. Нет, по мне, как мама девочки, я думаю, ни к чему ей это. Не знаю, я как-то, может быть, это мое сугубо личное мнение, да, но в целом, посмотри, ребенок страдает, мне кажется, в этот момент. Нет, видя по девочке, ей нравится, видно. И самое главное, тут вся надежда, наверное, на профессиональных тренеров, которые, конечно, не допустят каких-либо, плохих последствий. Вся надежда только на это. А так, конечно... С другой стороны, раз занимается, нравится, родители поддерживают, почему бы и нет, да? Смотри, я не могу долго смотреть на эти кадры, ты, конечно, прости.
Мы продолжаем наш утренний эфир и хотели бы сообщить вам, что на этой неделе началась неделя переливания крови. А это значит, что на станциях ждут и постоянных доноров, и те, кто решился на этот шаг впервые. Что нужно знать перед визитом, чтобы не потерять времени зря, да, и действительно помочь. Это нам объяснит заведующая отделения станции переливания крови Алена Филиппова. Алена, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Скажите, какая группа крови сейчас в самом большом дефиците? Ну, на данное время у нас нет дефицита никакой группы крови, но вообще по статистике резус отрицательные группы крови, любой группы крови у нас намного меньше, чем резус положительных. И бывает, да, периодически их нехватка, и мы вызываем доноров, но они с радостью к нам приходят, дают кровь. Ну, а вообще сейчас в целом, вот вы говорите, нет нехватки, да, соответственно, значит, люди с удовольствием идут, да? Да. И вот что нужно сделать для того, чтобы стать донором, ну, допустим, для тех, кто приходит к вам впервые? Для тех, кто приходит впервые, ну, сейчас можно записаться через госуслуги и прийти по времени, как удобно. Ну, а так можно и просто подойти на станцию переливания крови. Перед этим мы рекомендуем всегда легкий завтрак. Ничего не жирное, не жареное, не соленое, легкий углеводный завтрак. Желательно, чтобы был. Потом приходят на станцию, регистрируются, обязательно сдают анализ крови из пальца, проверяем гемоглобин, и дальше уже проходит к врачу. И врач-трансфузиолог уже определяет, годен человек к сдаче крови или нет. Тогда логично будет задать вопрос следующий, да? По каким причинам могут отказать? Ну, могут отказать, если у человека есть временные либо абсолютные противопоказания к донорству. На данный момент самое частое противопоказание – это нехватка гемоглобина. Мы принимаем доноров с гемоглобином, чтобы у женщин был не ниже 120, у мужчин не ниже 130 грамм на литр. Ну, это все показывает анализы, которые Да, это делаются все показывает непосредственно. анализ, да. Ну, естественно, донор должен быть здоров, не чувствовать никакого дискомфорта, недомоганий, да. А есть ли какая-либо верхняя планка по возрасту для первой сдачи крови? Да, мы рекомендуем донорам становиться донорами крови до 50 лет все-таки, да, потому что это идет небольшой стресс все-таки для организма. После 50 лет, особенно в наших условиях севера, у нас раньше проступают всякие хронические заболевания, на которые может сказаться сдача крови после 50 лет уже. Но вот какой объем все-таки забирают, да, у человека? Тоже такой все время вопрос, наверное, многие боятся, когда видят вот эти пробирки, да? На самом деле, если, наверное, в миллилитрах, наверное, да? В миллилитрах, да. Мы берем 450 миллилитров крови. Это та доза, которая абсолютно не несет никакого вреда организму. А в целом, в среднем у человека сколько литров крови в организме? До 5 литров. До 5. Ну, я слышал еще, что это очень, полезно для организма, обновление происходит. Если человек здоровый, то это, полезно, так как теряя вот этот небольшой объем крови, во-первых, у человека обновляются все клетки, костный мозг начинает активно вырабатывать новые клетки, плюс уходят такие вредные вещества, как холестерин, лишнее железо, лишние какие-то вещества, и да, в целом в этот момент организм, можно сказать, обновляется. Да, то есть это не только помощь, да, и благое дело. дело, Да, это не только помощь и благородное дело, но и для себя полезно. Здорово. А есть ли разница вот в сдаче крови между мужчинами и женщинами? Да, все-таки женщина у нас дает в год на 1 раз меньше, чем мужчина. Мужчина сдает в год 5 раз, женщина 4 раза. 4 раза. Да, это связано все-таки с физиологическими особенностями женского организма. Ну и теперь, конечно, поговорим о том, что все-таки такое благое дело, да, оно должно как-то вознаграждаться, как минимум. Да? Ну, помимо, конечно, с точки зрения там, философии и моральных качеств, да, какие льготы и бонусы может получить донор сегодня? Ну, во-первых, это соцподдержка. Самое главное, это наша материальная соцподдержка, которая составляет 18% от прожиточного минимума. На данный момент она составляет 5611. Эту поддержку оказывает Республика Саха-Якутия, наше правительство. Плюс к этому дается донору день отдыха оплачиваем, который можно использовать в течение года. То есть, соответственно, если мужчина сдает 5 дней в год, 5 раз в год, то, соответственно, 5 дней у них плюсом к отпуску, да, а у девушек 4. Отлично. Ну и плюс денежная
сумма, Да. почему Да, я, бы кстати, нет? как-то вот Да. сейчас вспомнил, я сдавал кровь, и мне сказали, что то есть перед этим тоже сдавал, и оказывается, кровь, которую ты сдаешь, она сохранится в банке Да, до тех не пор, пока... кровь, а жидкая часть плазмы. Вашу кровь мы разделяем на компоненты. Непосредственно эритроциты и жидкая часть крови плазма. Плазму мы проверяем все анализы тоже как кровь, но мы ее сразу в лечебное учреждение не выдаем, мы ее закладываем на карантин на 4 месяца. 4 месяца она у нас лежит, мы ее не выдаем. И если донор, который сдал эту плазму, приходит через 4 месяца, сдает анализы все отрицательные, только в этом случае эта плазма идет на переливание. Это сделано для безопасности донорской крови. Ну, а в целом сегодня есть ли какая-то динамика, да, среди доноров? Есть, может быть, какая-то статистика, возможно, стало больше приходить молодежи, может быть, как-то, ну вот, какая-то, знаешь, может быть... Тенденция, да, какая-то идет сейчас. Ну да, тенденция у нас идет к увеличению количества доноров. Например, по сравнению с 2024 годом выросло почти на 2000 человек. Вот, много, Да, и да, молодежь активно участвует активно студенты, приходят, участвуют в акциях, ну и индивидуально приходят тоже, да. Алена, подскажите, а вот если, допустим, один раз отказали, да, сказали проблемы с гемоглобином, да, возможно ли потом как-то себя подготовить, чтобы опять вновь прийти? Возможно. Через какое-то время определенное или можно уже через недельку бежать? Нет, через месяц. Мы Через даем месяц. все-таки человеку восстановиться, да, месяц. То есть приходишь еще раз, пробуешь, вдруг, если Да. что-то не так, еще раз можно и так далее. Да, То есть да. было бы желание, главное, Было да? бы желание, да. Мгм. Еще же есть люди, которые часто сдают, становятся Почетными донорами. У нас в Якутии, в Якутске сколько примерно почетных доноров? У нас больше 1000 человек почетных доноров. Это не только почетные доноры России, но и РСФСР еще остались доноры, да. Это именно те, кто сдавали кровь 40 раз безвозмездно. Вот так. Ну что ж, Алена, спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Мы, конечно же, желаем вам успехов в вашем нелегком труде. Ну и, конечно, и пускай все-таки побольше людей приходят сдавать кровь. Напоминаем вам о том, что неделя стартовала, да, то есть на протяжении всей этой недели можно Всей этой приходить. недели, да. В течение всего дня, да? Ну, вообще можно приходить в течение всего года, года, все да. время, да. Прием доноров производится с 8 до 12, в пятницу до 11. Ну и Да, также мы ждем вас. напоминаем, что можно через госуслуги Да, можно через записаться и госуслуги выбрать записаться. подходящее время. Спасибо большое. Ну а в целом, конечно, донорство зачастую становится такой доброй традицией во многих семьях. Ведь лучший пример — это, конечно же, пример, когда ты видишь, как старшее поколение сдает кровь, соответственно, хочешь присоединиться к этой акции, ну и своим детям показываешь. Но ведь, в принципе, все традиции зарождаются, конечно, с малых лет в хорошей, любящей семье. Ну и, кстати, можно поговорить сейчас уже о поездках всей семьей, когда в машине или купе поезда собирается большая компания. Встает вопрос, как провести время с пользой, не нарушая семейную гармонию. Здесь на помощь приходит старая добрая традиция чтения. Хорошая книга в руках родителя способна превратить долгую дорогу в увлекательное приключение вместе с детьми, где каждый поворот сюжета можно обсудить вместе. Не знаете, что прочесть? Тогда наша книжная полка вам подскажет. От остановки 7-й комплекс, прямой автобус до Ленинского проспекта. И дальше, к 45-му, почти до дома. Я очень хотел домой. Так начинается роман Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев». Один из самых известных его романов на сегодняшний день, который принес ему премию «Большая книга». Таких у него две. Шамиль Идиатуллин, возможно, известен вам как автор романа «Убыр», «Бывшая Ленина», «Возвращение пионера». Вообще, эта книга знаменательная, потому что в нем, в этом романе, Шамиль Идиатуллин показывает свое детство. Город Брежнев, который сегодня мы знаем как Набережные Челны, в 80-х годах производил КАМАЗы, да, и там была очень интересно развита та атмосфера, которую, возможно, вы видели в сериале «Слово пацана». Да, Шамиль Идиатуллин часто писал о Татарстане и показал в этом романе, как детство одного паренька, его семья и его окружение отражает всю ту атмосферу, весь дух Советского Союза 80-х годов. Потому что здесь мы видим, как потихоньку разваливается империя,
у которых были большие амбиции, как потихоньку появляется преступность, растут дети. И все, что мы в этом романе видим, это жизнь. Недаром он получил национальную премию «Большая книга», потому что поразил всех той достоверностью, теми деталями, которые сегодня кажутся нам невероятными. Шамиль Идиатуллин – знаковый писатель, он пишет не только фантастику, да, но и такие вот современные мейнстримные произведения. Динамичное произведение, особенно если вы либо жили при Советском Союзе, либо ностальгируете по этому времени. Здесь много деталей, отсылок, символов, и пусть вас не пугает объем, у нас в Национальной библиотеке Якутии эта книга есть, приходите, читайте, вы не разочаруетесь. Особенно меня поразили диалоги. То, как Идиатуллин передает речь, говор и особенность, сленг 80-х годов Советского Союза. Так что «Город Брежнев», Шамиль Идиатуллин, я эту книгу рекомендую. Мы поговорили о книгах, но давайте признаем, не каждое семейное путешествие – это мерное шуршание страниц в вагоне поезда. Иногда жажда открытий заводит нас туда, где вместо дорог направления, а вместо семейного отдыха – настоящий экстрим. Именно в таких экспедициях можно увидеть то, чего никогда не встретишь на ровном асфальте столицы. Например, легендарный вездеход «Бурлак». Наш коллега Евгений Никифоров имел шанс познакомиться с этой чудо-техникой. Представляю вашему вниманию вездеход, болотоход, тундроход, снегоход «Бурлак». Чудо инженерной мысли, машина, которая может проехать везде и всегда. Да, в него нужно забраться как на башню. Это самый идеальный транспорт для здешних условий. Других вариантов нет. Ну, конечно же, еще у вас Патриот, на которых мы добрались до сюда. Десять человек комфортно могут разместиться в салоне, но это не предел. Объем рассчитан человек, наверное, на 12 по ощущениям, если перемещаться на небольшие расстояния. В случае с ночевкой, с автономом, конечно, да, желательно это количество сократить, но 4 койки. Здесь есть багажный отсек для канистр с топливом, для дополнительного оборудования. То есть автомобиль создан для автономной работы в очень тяжелых условиях бездорожья. До Дикси 130 километров, из них 10 нам удалось преодолеть на УАЗиках. Сейчас мы двигаемся достаточно медленно, потому что быстрее ехать невозможно. И ориентир здесь только по береговым скалам, плюс GPS, ну и, естественно, опыт водителя, оператора этой махины. Продолжаем движение по морю Лаптевых в суровых климатических условиях. Ну что ж, друзья, испытанно на себе продолжает удивлять. Сейчас мне посчастливилось побывать за рулем знаменитого, многоцелевого, универсального, крутейшего вездехода «Бурлак». Да, конечно, поехать здесь не получится, потому что для движения по Арктике, по льдам, при такой пурге, при таком ветре нужен определенный опыт. Но, тем не менее, просто ощутить себя на месте механика-водителя может получиться. Очень комфортное, эргономичное место. Здесь навигация, потому что без навигатора, без карт двигаться в такой белой мгле просто нереально. Здесь механическая коробка передач, пятиступенчатое классическое сцепление. Очень много элементов, которые позволяют регулировать из кабины параметры автомобиля. Это давление в шинах, это различные подогреватели, предпусковые. Есть масса рычажков, которые так и хочется понажимать, но нужно знать их назначение четко. Вышли на автозимник, который идет по льду. Здесь уже есть дорожные вешки, указатели. Не знаю, смогли бы ли мы преодолеть этот путь на УАЗиках. В целом вроде бы несложно, но, во-первых, очень легко сбиться с пути, потому что просто полная пустота, а во-вторых, сильный ветер и заносит местами очень сильно. Да, классный вездеход. Ты бы хотела прокатиться на таком? Но и у меня был опыт.
Да, я знакома. Что за нервный смех? Я знакома с этим транспортом, да, мы ездили куда-то там отдыхать на рыбалку, я даже не помню когда. Но вот именно в условиях Арктики нет, конечно, но страшно, мне кажется. Это, конечно, своего рода экстрим, какие-то эмоции, но мне все-таки как-то жизнь моя дороже. То есть волнует то, что чем круче вездеход, тем дальше идти за трактором, да? Да, грубо говоря. примерно плюс-минус так, но в целом, конечно, это и страшно немножечко для меня, и опасно, но невероятно красиво. Ну, конечно, если говорить о, допустим, туризме, то да. А если это ежедневные суровые условия, допустим, для работы, там, довозить почту, оказывать помощь, возить продукты и так далее, то я думаю, что без такой техники, особенно в наших суровых северных условиях, не обойтись. Ну, а в целом, конечно, будь то экспедиция по тонкому льду к морю Лаптевых, да, или скоростной спуск со склона в карнавальных костюмах, это все, как мы говорим, эмоции, да. И, конечно же, это могут быть самые яркие моменты нашей жизни. Потому что, ну, как ни крути, мы все хотим как-то развеяться немножечко, увидеть что-то новое, познать, ну и испытать на себе. Один из самых необычных ритуалов в мире горнолыжного спорта ежегодно проходит в Шерегеше. И это не просто забава, это нерушимая традиция – закрывать сезон массовых катаний в костюмах. Давайте посмотрим, как это было. Индейцы, капибара и всадник без головы покоряют горы. 706 человек приняли участие в карнавальном спуске на склоне Шерегеша в Кемеровской области в пятницу. На кадрах, снятых с дрона, райдеры в ярких костюмах преодолевают трассу. Участница из Сочи Нина Вишнякова поделилась впечатлениями и рассказала, что ее команда посещает фестиваль 5-й год подряд. Первый раз мы приехали без особого энтузиазма. Ну, приехали да приехали. Когда мы посмотрели вокруг эту атмосферу, эту энергетику, я желаю каждому человеку оказаться там, наверху, хоть на 1 секунду. Когда находишься там, еще наверху, да бог с ним наверху, когда ты идешь еще туда, наверх. Масса комплиментов, фотографий. Можно, да подождите, не все сразу. Поднялись там рядом, смотри какой тот. Боже мой, там столько эмоций. Когда спускаешься, все снимают кругом, сверху, снизу, сбоку. Помимо этого, 7 пар зарегистрировали свои отношения на выездной церемонии бракосочетания. Предшествовал ей свадебный спуск, к которому присоединились 242 лыжника и сноубордиста в тематических нарядах. Мы сами активные. Он, между прочим, лыжник, а я сноубордист. Плюс и минус, да? Мы ломаем эту систему. Сейчас на грелке идет противостояние, а мы это все разрушаем. По мнению жительницы Северска Татьяны Комаровой, данный спуск – отличный повод вновь надеть праздничный наряд. Платье висит, его так классно выгулять на таком мероприятии. У нас это традиция, мы уже 3 года подряд сюда ездим в платье свадебном. Грелка-фест – ежегодное мероприятие, проходящее на курорте Шерегеш перед официальным закрытием горнолыжного сезона. С 9 по 12 апреля любители активного образа жизни ждут спортивные события, концерты и необычные флешмобы. Здорово, когда подобные массовые мероприятия собирают столько людей. Ты посмотри, даже люди специально приехали зарегистрировать свой брак. Кто-то приехал в Сочи, да? То есть такая вроде бы авантюра объединяет тысячи человек. Ну, вообще радует, что внутренний туризм в России, да, он развивается. И вот, например, есть уже такие, ну, понятно, это уже Шерегеш, это уже такое знаменитое имя, так же, как и, например, Байкал, да, озеро Байкал, которое притягивает не только летом, но и зимой. И вот в Бурятии прошла легендарная байкальская рыбалка, которая собрала более 1500 участников со всей страны и даже из зарубежья. Как это было, давайте посмотрим. 3, 2, 1! Не просто сладости, это волшебный крючочек. Сегодня же рыбалка, а на них ловятся вот такие рыбины. Но о таком улове участникам оставалось только мечтать. Турка, где и прошли состязания, особо рыбы не славятся. В чем байкальская рыбалка отличается от того, что здесь выиграть может практически каждый. Много зависит от лотереи, именно от жеребьевки, от фарта. Какой ты участок вытянешь,
решено жеребьевки, и, то есть сколько там будет подо льдом рыбы. Всего на льду 370 дорожек по числу команд, и место для рыбалки определяет случайным жребием за день до состязаний. Многим не особо повезло. Самая большая рыба у нас! Это что, креветка какая-то? Ой, господи, какая она страшная-то. Но ничего не получил. Я думал, вообще рыба нету. Потому что с утра тут сижу, вот, замерз, ничего не получил. Смотри, что здесь. О, типа маленький, вот. Это рыба? Да. Но за 14 лет, уже 15 рыбалка, пока ни одной рыбки не поймал. Самое сложное было проварить первую лунку. Но это минут 40, честно, заняло. Очень физически нагрузка хорошая. Но потом пошло все как по маслу. Что значит улова? Мы, девочки молодцы, поймали уже целых 2 рыбки. Золотые? Конечно. Девушки и мужчины состязались в равных условиях. У каждой команды есть всего 4 часа. Пользоваться современными приспособлениями нельзя. Только простая удочка и немного прикорма. Но участников это не остановило. Представители 8 стран и более чем 30 городов России от Владивостока до Калининграда приехали, чтобы побороться за главный приз. Правда, не для всех он был важен. Ведь некоторые здесь уже далеко не в первый раз. Самое главное – общение, встреча с друзьями. Вот у нас друзья, смотрите, у нас есть сообщество «Друзья Байкала». Это Владивосток, Хабаровск, Красноярск, Москва, Томск. Самому старшему участнику 78 лет, самый младший едва исполнилось 4. И юные рыбаки борются в отдельном зачете. Скажите, кого поймали? Шурика. На что ловите? На мотыль. Но некоторые здесь не только ради рыбы. Многие удивляют еще и творческим подходом. Амазонки Сибири. Вы у нас волчица. Поехали. Медведица. Ну и завершим рысью. Мяу. Нашлось на льду место и приглашенный звезде. Это уже ежегодная традиция байкальской рыбалки. Вообще, мне кажется, вся страна должна приехать сюда, посмотреть на эту красоту, бескрайнюю, безбрежную вообще. Лизать Байкал не буду, но колено преклоненно, я, конечно, кланяюсь этой земле. Очень крутые люди, мне нравится здесь, отличное настроение. Рекордной стала цифра 1623. Именно столько участников и вышли разом на лед. Для победы среди детей хватило чуть больше полусотни грамм улова. А главные трофеи среди взрослых, вездеход и внедорожник, забрали команды из Сибири. Лишь 2 коллектива смогли поймать больше 2 килограммов. И во второй раз в истории лучшими оказались не рыбаки, а рыбачки. Абсолютный чемпион 20-й байкальской рыбалки Сибирячки! Ну вот, я думаю, подтверждение тому, что в рыбалке главное не результат, а процесс. Ну и подтверждение тому, что девушкам чаще везет, кстати говоря. Ты видишь, победителями абсолютными стали девчонки. Но вот, кстати, вот эта история, она по мне. Вот съездить на рыбалку, на какой-нибудь чемпионат, это вот больше, чем экспедиция, как у Жени Никифорова в Тикси. Это бы я оставила. А вот порыбачить съездила бы с удовольствием. Но в целом, конечно, Байкал притягивает своей природой. Но вот по рыбалке сейчас мы слышали, по-моему, мало кому удалось больше 2 килограмм поймать. Это же даже командный зачет. То есть рыбалка там, конечно... Так себе? Да, так себе, да. Вот, ну, так думают наши жители, которые живут особенно в северных районах, где рыбалка, так рыбалка. Да, избалованные, которые. Да, 2-килограммовая рыбка, это так, можно себе, отпустить. да. Ну, а мы продолжаем, да, сейчас давайте передадим слово нашим коллегам из блока новостей. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. В мае некоторым категориям россиян повысят пенсии, хотя общей индексации не будет. Прибавку получат бывшие члены летных экипажей авиации и работники угольной промышленности, граждане которым в апреле исполнилось 80 лет, и те, кому присвоили первую группу инвалидности – пенсионеры с иждивенцами. Кроме того, дополнительные выплаты ко Дню Победы по 10 тысяч рублей положены инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые живут в России, Латвии, Литве и
и Эстонии. А еще все россияне получат пенсии и пособия за май досрочно. В Якутске начался сезонный ремонт дорог. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» работы проведут сразу на 8 объектах общей протяженностью около 7 километров. С 1 апреля по 30 октября ограничат движение транспорта по улице Ефимова в 203 микрорайоне на участке от улицы Чернышевского до улицы Ларионова. Общая протяженность нового дорожного покрытия с тротуарами составит 420 метров. Помимо новых объектов, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» предусмотрены работы на переходящих объектах 26-27 годов. Среди них 2 километра капитального ремонта улицы 50 лет Советской армии на отрезке между улицами Кальвица и Бабушкина. В прошлом году работы начались. Данный объект у нас переходит 25-27 года, трехгодичный. Протяженность участка 2,2 километра. Подрядная организация «Рик Автодор». В прошлом году произведены работы по замене слабонесущих грунтов от улицы Бабушкина до Своротного грузовой спорт. В настоящее время ведутся работы от улицы Лева Невского до Свороток, до грузового причала. Соответственно, в этом году планом дорожных работ предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия от улицы Бабушкина до улицы Лева Невского и от улицы Лева Невского до улицы Кальвица будет переходной теперь. То есть В Якутске к середине мая планируют запустить сезон проката электросамокатов в УШ. Ожидается незначительное повышение тарифов, при этом стоимость поездки останется динамической и будет зависеть от погоды, времени суток и спроса. В новом сезоне на дороге выведут 1200 самокатов, оснащенных новыми светоотражающими номерами. Оператор напоминает о строгом соблюдении ПТД. В городе сохранятся зоны с автоматическим ограничением скорости и крупные штрафы за нарушения, включая штраф до 30 тысяч рублей за езду вдвоем. Якутия направит более 251,5 миллиона рублей, выделенных по нацпроекту «Семья», на модернизацию и ремонт учреждений культуры. Средства пойдут на обновление Саха-академического театра, театра оперы и балета, национальной библиотеки, музеев и сельских культурных центров. Эта работа станет частью подготовки к 2026 году, который объявлен в республике годом культуры. Всего с 2018 года в регионе уже ввели 62 новых профильных объекта, и развитие инфраструктуры остается приоритетом властей. В селе Тулуна открылась новая спортивная площадка ГТО. Ее построили в рамках федеральной программы развития физической культуры и массового спорта Министерства спорта страны. Это уже 8-я подобная площадка, созданная в республике. Новая площадка поможет привлечь еще больше людей к занятиям спорта и активному образу жизни. Совместно с районом, Солданским районом мы реализовали этот проект. Сегодня, конечно же, мы рады, что люди занимаются спортом, наши школьники занимаются спортом. Ну и здесь будут уже сдавать ГТО для того, чтобы быть всегда готовым к труде, ну и, конечно же, обороне для нашей страны. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах. Ну а сейчас мы обсудим тему, которая касается многих из нас. Ведь во многих семьях есть дети школьного возраста. Так, в российских школах снова появятся оценки за поведение. Эта практика возвращается спустя более 30 лет. С сентября 2025 года эксперимент уже идет в нескольких регионах. А с 1 сентября 2026 года оценки за поведение планируют ввести по всей стране. Что это значит для детей, родителей и учителей? Разобраться в теме нам поможет директор школы номер 3 города Якутска Яна Киуру. Доброе утро. Доброе утро. Яна Евгеньевна, вот зачем вообще решили вдруг вернуть оценки за поведение? Конечно, оценки за поведение – это больше воспитательная функция, потому что когда ставится оценка за поведение, мы будем корректировать поведение детей, привлекать специалистов. Это не карательная мера. Должны понять и дети, и родители, что это просто вот такая функция для того, чтобы правильно скорректировать поведение детей, настроить, помочь и привлечь психологов и других специалистов школы. Поэтому бояться за это не надо, особенно если те, кто как-то нарушает. Да. Это просто действительно такая помощь в определении и настрое детей к
к среде школьного образовательного пространства. А вот мы сейчас с Русланом сидели, обсуждали, да, и я вспоминаю свою, да, школьную пору, да, и оценки-то были. Я точно помню, как в дневнике в конце недели было написано «Ведение дневника оценка» и «Поведение оценка». Но по мне так это было только в начальной школе. Это тогда было или уже это просто инициатива была учителя? Но вообще оценочную систему за поведение отменили в 1989 году. Я думаю, что инициатива оставалась от классных руководителей, потому что это было какой-то тоже воспитательный, опять же, момент для того, чтобы вы подкорректировали себя, стали еще лучше. Ну и, думаю, родители обратили внимание, изменился ребенок или нет. То есть учителя все еще понимали, что это хороший инструмент? Конечно, конечно. Продолжали. Да. Это не карательная мера, еще раз повторяю, для того, чтобы скорректировать. А кто и как будет решать, какую оценку поставить ребенку за поведение? Хороший вопрос, потому что возникает очень много мнений, но самый главный оценочный инструмент, как раз оценка, это будет владением наших классных руководителей и специалистов, и также тех педагогов, которые работают в данном классе. Вот на примере нашей школы у нас есть горизонтальное методическое объединение, то есть это объединение учителей параллели, и они как раз смогут, обсуждая вместе, выставить реальную прозрачную оценку. И я тогда думаю, что вопросов, возникающих от детей, от родителей, не будет. Ну а вообще в целом может ли повлиять подобная оценка, допустим, на перевод ребенка в следующий класс, да? Потому что сейчас, наверное, многие родители, у кого ребята такие шаловливые, да, вздрогнули, думают, ну как же так? Ну вот будут плохие оценки, допустим, по поведению, и что? Нет, это не будет влиять, потому что функция школы все равно дать образование и воспитание. Здесь будет просто уделяться больше работы на воспитательную часть, а на аттестат, конечно, не получит. Оценочка будет выставляться за поведение в отдельной графе. Я думаю, это и будет в сетевом городе появится такой раздел. А также, если кто-то еще до сих пор ведет какие-то школы, бумажные дневники, возможно, и там будут выставляться. По примеру многих стран, это тоже оценка до сих пор существует. Например, в Белоруссии до сих пор оставили. Но я думаю, что все, что было раньше, не такое плохое. Ну, например, ребенок сделал домашнее задание по математике, и учитель знает на 5, на 4 или на 3 он это сделал, да? То есть есть определенные критерии. А в поведении есть подобные критерии? Конечно, в поведении есть очень много критерий, но выделили 4. Это учебная деятельность, то есть как ребенок относится к образовательной деятельности, как он стремится. Также это дисциплина, не нарушает ли он устав школы, не нарушает ли он правила внутреннего распорядка, не пропускает, не использует, например, мобильные средства связи, это тоже очень важно, кстати. Также социальное взаимодействие, то есть как ребенок работает в коллективе, это тоже важно, потому что многие дети пандемии, не умеют общаться, и, конечно, выставляя оценку, как планируют у нас 3 вида. Это допустимое, недопустимое, образцовое. Вот если у ребенка будет недопустимо, то здесь, к сожалению, все-таки работа, опять же, психологов и всех остальных структур необходима. Возможно, это влияет и как раз на образовательную деятельность. Яна Евгеньевна, то есть, получается, не будет 5, 4, 3, 2, 1, а будет допустимо, недопустимо и образцово? Ну, вы знаете, когда проект вводился, то действительно рассматривали 3 варианта. Это первый – зачет, не зачет. Второй вариант – как раз образцовое, допустимое и недопустимое. И третий вариант – бальное. Но для того, чтобы как-то все-таки был воспитательный момент, оставили вторую часть, потому что оценить поведение от 1 до 5, это не очень корректно, да? Сложновато. Ну и вот здесь, конечно же, будут, наверное, возникать споры между родителями и школой, да? Конечно. А с чего вдруг у моего ребенка недопустимо? Объясните, расскажите. Захотят, возможно, оспорить. Будут ли такие возможности и как это будет происходить? Конечно. У каждого объекта или участника образовательных отношений есть такая возможность. Например, ребенок, если не согласен, может обратиться, или даже родитель обратиться к первому источнику, это классный руководитель, который, возможно, ему все объяснит сразу, и дальше конфликт будет исчерпан. Если же не договорились и какие-то другие возникают вопросы, тогда это может быть администрация школы или конфликтная комиссия, которая существует сейчас уже в школах и спокойно решает проблемы
которые возникают в учебном процессе или, может быть, в воспитательном каком-то аспекте. Здесь все открыто. Главное, вот все-таки цель оценочных процедур именно по поведению – это открытость. Потому что если ребенок хорошо себя ведет, это не значит, что он там отличник. Да? Он же может себя проявить и в разных объединениях, например, движение первых и так далее. Это тоже будет плюсом. Не всегда отличник может иметь хорошее поведение, и наоборот, да? Троечник может, наоборот, иметь хорошее поведение. Отличается в образовательной деятельности, в учебной или воспитательном. То есть иногда, возможно, это будет таким неким, наоборот, бонусом и дополнением. Да? Конечно. Действительно, ну, не успеваешь в образовательной программе, зато очень хорошо ведешь себя вообще в целом и в общественной жизни принимаешь участие. Ты можешь быть в совете старшеклассников, ты можешь быть в движении первых, в каких-то других объединениях проявлять себя. И это тоже будет плюсом к оцениванию. Здорово. Ну, оценивать поведение с какого по какой класс будут? Ну, вот в данном проекте сейчас с 5 по 8, потому что все-таки напряжение, чтобы снять с выпускников 9 и 11 классов. Если мы говорим с 28 года по всей стране, прям обязательно должно быть, тогда это с 1 по 11. В этом году мы ждем разные методические рекомендации, пособия, может, методички даже, для того, как конкретно, может быть, это будет какой-то вот конкретный инструмент, или, может быть, шкала какая-то конкретная. А вообще, как планируют в этом году, 10 школ региона должны попасть. И, да. Вот почему мне понравилось, что некоторые школы, например, восточных регионов, это вот чеченская, у них же свои традиции, там все такие бурные дети, да, вот там тоже должны понять и выстроить свою систему оценивания для того, чтобы никого не обидеть и учитывая все тонкости даже региона. Ну, то есть вы, как директор достаточно большой школы, считаете, что это необходимость, да? Я думаю, да, потому что мы же все стремимся к идеалу, и то же самое и родители. И если, не дай бог, ребенок получит не образцовое, то будет есть над чем работать. А если это будет образцовое поведение, то мы можем ставить этого ребенка в пример. Повторяю, даже троечник с образцовым поведение может стать лидером в данном направлении. Дай бог, золотые слова. Яна Евгеньевна, благодарим вас за то, что посетили наш утренний эфир. И, конечно, желаем вам побольше хороших учеников, которые не будут получать плохие оценки по поведению. Спасибо огромное. Всего вам хорошего, что пригласили. Спасибо. Ну, а мы, конечно, на этой ноте завершаем наш эфир и желаем вам хорошего начала рабочего дня. И увидимся с вами уже завтра. Напоминаем, что каждое утро в 7:00 мы говорим вам доброе утро на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. До новых встреч!